Мы с вами продолжаем изучать текст акиды имама Тахави и продолжая тему особенностей Ахлю Сунна аль-Джамаа, имам Тахави говорит о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Если на предыдущем занятии, в конце предыдущего занятия мы говорили в целом о том, что Ахлю Сунна аль-Джамаа любит всех сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, всех их уважают и не проявляют особого усердия, нет какого-то такого преувеличения в любви к кому-то отдельному из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь имам Тахави, или далее имам Тахави переходит к четырем наиболее почитаемым сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а именно четырем праведным халифам. Каулюху, слова имама Тахави: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضيلا له تقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون والأئمة المهديون. В одном из вариантов. То есть, имам Тахави говорит: «Уанусбиту» — мы утверждаем. То есть, сабата, что, когда мы говорим о чем-то сабата, то это значит, что эта вещь утверждена, она установлена, она надежна. То есть, нусбиту — мы утверждаем, хиляфата ба'да Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, что после пророка саллаллаху алейхи вассалям халифат перешел к لأبي بكر الصديق كأبو بكر الصديق رضي الله عنهم تفضيلا له تقديما على جميع الأمة. И это было особым почетом в отношении него от всей уммы. ثم لعمر بن الخطاب, затем عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ثم لعثمان بن عفان, затем عثمان بن عفان رضي الله عنه, ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم, дальше علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وهم الخلفاء الراشدون, они все являются праведными халифами, والأئمة المهديون, и имамами, наставляющими людей на прямой путь. Эти слова являются ответом шиитам, вернее, даже не всем шиитам, той части шиитов, которая не признает халифат, а также последовательность халифата этих сподвижников. Среди шиитов есть те, которые по своим убеждениям очень близки к нам, это йеменские зайдиты. Единственным их отличием является особая любовь к Али, рады Аллаху анху. А легитимность четырех праведных халифов они признают, их уважают, любят, не проклинают. То есть единственное отличие заключается в том, что они особо выделяют Али, рады Аллаху анху, относятся к нему с особой любовью. Что касается остальных шиитов, то среди них есть те, кто не признают легитимность первых четырех халифов, однако их не проклинают. И самые далекие от нас по своим убеждениям — это те, кто проклинают сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Об этом мы уже говорили, о том, что недопустимо их проклинать. Таким образом, согласно нашим убеждениям, убеждениям Ахлю Сунна аль-Джамаа, халифат или правление государством после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перешло Абу Бакру. И сам термин халифа обозначает наместник, тот, кто идет после него. И, безусловно, Абу Бакр, рады Аллаху анху, среди сахабов занимал особое место. Как известно, он
Он был вторым человеком вместе с пророком ﷺ в пещере. То есть речь идет о том, что Абу Бакр, ради Аллаху анху, сопровождал пророка, ﷺ, в самые трудные минуты его жизни. И в частности, во время хиджры. Абу Бакр – первый из мужчин, который в него уверовал. Абу Бакр – это тот человек, который пожертвовал свое все имущество ради Аллаха Та'аля и вообще ради распространения ислама. И именно про Абу Бакра пророк ﷺ в одном из своих хадисов сказал: если бы я избирал себе близкого друга, то обязательно выбрал бы Абу Бакра, однако ислам – это братство. И единственная дверь, которая осталась открытой в мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он заболел, это была дверь Абу Бакра, ради Аллаху анху. Мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была построена следующим образом. То есть это было здание, и вокруг этого здания были построены дома. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его жен, некоторых сподвижников. И одна дверь дома выходила наружу, на улицу Медины, а другая открывалась внутрь мечети. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перед своей смертью, когда он заболел, ближе к своей смерти, повелел всем сахабам вот эти внутренние двери, которые открывались в мечеть, их закрыть полностью. Исключение было сделано только для Абу Бакра, ради Аллаху анху. А кроме этого много хадисов, в которых сподвижники, наиболее близкие сподвижники пророка ﷺ перечисляются именно в такой последовательности. А также мы с вами помним хадис, в котором пророк ﷺ сказал про Абу Бакра: если была бы взвешена вера всех жителей земли и Абу Бакра, то вера Абу Бакра перевесила бы. То есть из этого мы можем сделать вывод, что да, Абу Бакр заслуживал того, чтобы быть самым приближенным к пророку ﷺ человеком, и заслуживал степени халифа после него. И точно таким образом это произошло. После ухода пророка, ﷺ, сначала ансары, потом мухаджиры присягнули пророку, ﷺ, вернее, первым был Умар ибн аль-Хаттаб, присягнули Абу Бакру, ради Аллаху анху, первым был Умар ибн аль-Хаттаб, и за ним последовали остальные сахабы. Вторым по степени среди сахабов был Умар ибн аль-Хаттаб. О нем можно тоже много рассказывать, о том, что Коран в 5 или в 7 местах совпал с желаниями, с дуа, с теми идеями, которые высказывал Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху. Также мы знаем, что если Умар ибн аль-Хаттаб шел одной дорогой, то шайтан обязательно обходил его по другой дороге и так далее, и тому подобное. То есть Умар ибн аль-Хаттаб также был среди сахабов очень авторитетным. И именно по этой причине Абу Бакр, ради Аллаху анху, во время своей предсмертной болезни написал завещание на имя Умар ибн аль-Хаттаба. Назвал его по имени. И после смерти Абу Бакра, ради Аллаху анху, завещание было зачитано. У сахабов спросили, согласны ли они с этим завещанием. Они сказали, что согласны. И начали присягать Умар ибн аль-Хаттабу, ради Аллаху анху. Кстати, также нужно отметить, что Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, приходился пророку ﷺ тестем. Следующим халифом, третьим халифом стал Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху. Умар ибн аль-Хаттаб, после того, как на него было совершено покушение, тоже написал завещание. Но в завещании он упомянул остальных сподвижников, обрадованных раем, которые еще были живы
в то время. И из этих людей была сформирована шура, совет, который опрашивал мусульман, кем или кого они хотят видеть в роли халифа. И в результате этого вопроса они остановились на кандидатуре Усмана ибн Аффана, рады Аллаху анху, и снова верующие ему присягнули. После гибели Усмана ибн Аффана, рады Аллаху анху, произошел раскол, когда Али, рады Аллаху анху, выступал за то, чтобы сначала установить в государстве порядок, избрать халифа, законную власть. А Муавия, рады Аллаху анху, поскольку он был родственником Усмана ибн Аффан, он выступал за то, чтобы сначала наказать убийц, а затем уже заниматься государственными делами. В итоге позднее Али, рады Аллаху анху, был избран в качестве халифа, но Муавия не признал его. И, как известно, позднее войско Али, рады Аллаху анху, раскололось на два лагеря: шиитов, которые его поддерживали, и хариджитов, которые выступили против него. И именно от рук хариджитов он погиб. Дальше халифом был избран Муавия, рады Аллаху анху, и затем халифат стал передаваться по наследству от отца к сыну или между близкими родственниками. Но что касается первых 4 праведных халифов, то они все упоминаются в хадисах пророка саллаллаху алейхи ва саллям поименно. И с точки зрения нас, ахлюс сунна валь джамаа, их правление вот в таком порядке: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, рады Аллаху анхум, она легитимна. Поэтому мы должны признавать их власть, тем более, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям называет их хуляфа ар-рашидун, праведными халифами, а также аль-аимматуль махдиюн, имамами, ведущими людей по прямому пути. Именно поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своем хадисе говорит: «Алейкум би суннати ва суннати хуляфаи ар-рашидин мин ба'ди». Следуйте за моей сунной и сунной праведных халифов после меня. Таким образом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям эту сунну утвердил. Далее имам Тахауи, продолжая говорить о степени сахабов, перечисляет 10 обрадованных раем. Каулюху, слова имама Тахауи: «Ва инна ашарата алладина саммахум Расулуллахи ва башшарахум биль джаннати, нашхаду лахум биль джаннати, аля ма шахида лахум Расулуллах, ва каулюху аль-хак, وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح، وهم أمناء هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق». Имам Тахауи говорит: а также мы верим или признаем, или утверждаем, что 10 обрадованных раем, которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям упомянул в хадисе и обрадовал раем, мы свидетельствуем, признаем, что они являются обитателями рая, точно так же, как об этом засвидетельствовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва каулюху аль-хак», его слова истина. «Вахум», они, и дальше идет перечисление: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, рады Аллаху анху. О них мы с вами уже сказали. Дальше идут ва Тальха ва Зубайр. Это сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В принципе, все они, 10 обрадованных раем, приняли ислам в первые, можно сказать, дни после того, как пророку саллаллаху алейхи ва саллям было дано пророчество. Тальха ибн Убайдиллах
Зубайр бин Ауам, Саад бин Аби Ваккас, Саид бин Зейд, он приходился Умар бин Аль-Хаттабу зятем, Абдуррахман бин Ауф, Абу Абайда бин Аль-Джаррах. Все они приняли участие в самом сложном периоде, через который прошел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Они приняли участие почти во всех битвах вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Они вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, переселились в Медину, и именно они поддерживали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в самые сложные периоды. И из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы узнаем, что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел вместе со своими сподвижниками, и вдруг он сказал: сейчас к вам войдет сюда, в эту комнату, один из обитателей рая. И первым вошел Абу Бакр, радиаллаху анху. Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжил: сейчас к вам зайдет еще один из обитателей рая. И следующим зашел Умар бин Аль-Хаттаб, радиаллаху анху. И так далее. В другом хадисе рассказывается, что пророк сам просто их перечислил. Абу Бакр фил джанна, Умар фил джанна, Усман фил джанна и так далее и тому подобное. То есть они упомянуты в отдельном хадисе. Однако помимо них, или помимо этого хадиса, есть еще несколько разрозненных хадисов, из которых мы узнаем, что есть и другие, обрадованные раем при жизни. Или есть и другие, о ком пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, точно сообщил. Из них Биляль бин Рабах, радиаллаху анху. Биляль, эфиоп, первый муаззин в исламе. О нем, о том, что он обрадованный раем, мы узнаем из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды утром, когда сидел с сахабами, спросил у Биляля: Биляль, что ты делаешь такого, что я тебе не поручил? Какое твое деяние послужило причиной того, что я слышал твои шаги в раю? И Биляль ответил: я вообще ничего особого не делаю. Единственное мое деяние, о котором я не узнал от тебя, заключается в том, что перед тем, как сказать азан, я обязательно беру тахарат, делаю омовение, и после омовения совершаю 2 ракиата добровольной молитвы. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям утвердил это деяние в качестве сунны. Также, например, мы узнаем, что обитателем рая является Джафар бин Аби Талиб, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который погиб во время битвы Му'та. Он не был обрадован раем при жизни, однако при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стало известно, что он обитатель рая. То есть после того, как он погиб, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах Та'аля вместо его 2 отрубленных рук подарил ему в раю крылья. То есть логический вывод, что он из обитателей рая. Также мы узнаем, что дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатима, из обитателей рая, его жена Хадиджа, радиаллаху анха, его внуки Хасан, Аль-Хасан и Аль-Хусейн, а также другие сахабы. И здесь в акиде, в исламском вероучении, есть следующее правило. Если в текстах четко и ясно сказано, что этот человек из обитателей рая, мы признаем, что он из обитателей рая. Если о ком-то в хадисах или в Коране сказано, что он из обитателей ада, мы признаем, что он из обитателей рая. Но всех остальных, кто не был упомянут в хадисе поименно, чье имя не было упомянуто в том или ином хадисе, мы не вправе говорить, что он обитатель рая или обитатель ада. Мы можем сказать: мы надеемся, что он обитатель рая. Но категорично высказываться ни о ком мы не имеем права. Они доверенные лица этой уммы, ридвануллахи алейхим аджмаин, да пусть Аллах Та'аля будет ими доволен.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته. И кто высказывается о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его женах и его семье благими словами, факад бариа минан нифак, тот человек очистил себя, отрекся от лицемерия. То есть внутренне он может верить, что он не является лицемером. То есть это не говорит о том, что человек может ходить хвастаться. А я вот такой вот человек, я точно знаю, что я не лицемер. Аллаху алям, это известно только Аллаху Тааля. Но есть надежда. Если ты хорошо думаешь, хорошо отзываешься о сахабах, о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть надежда, что в тебе нет лицемерия. То есть это всего лишь один из признаков. Это не стопроцентная гарантия. Почему? Потому что даже Умар ибн аль-Хаттаб после ухода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, приходил к одному из сподвижников, если не ошибаюсь, это был Абу Муса аль-Аш'ари, которому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислил имена всех лицемеров Медины. И даже Умар ибн аль-Хаттаб, приходя к нему, спрашивал, нету ли меня в этом списке. Поэтому это является всего лишь одним признаком, которым дает надежду, что мы не являемся лицемерами, иншаллах. И продолжая вот эту тему сподвижников и мусульман первых поколений, имам Тахауи дополняет сказанное фразой об ученых. «Каулуху وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». Имам Тахауи говорит, وعلماء السلف, ученые первых поколений, من الصالحين, из числа праведников, والتابعين, из числа табиинов, ومن بعدهم, а также те, кто пришли после ученых, этих ученых, من أهل الخير والأثر, те, кто придерживались благого, и те, кто следовали асар, то есть те, кто следовали за наследием, имеется в виду, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у ахль фикхи, те, кто были знатоками фикха и других наук, он назар и размышления, то есть это муджтахиды, которые для нас с вами выводили разные хукмы ахкам, разные положения шариата. ля юдкаруна илля биль джамиль. О них следует упоминать только благими словами. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. А тот, кто упоминает их плохими словами, тот сбился с пути истинного. Здесь речь идет об авторитете ученых, богословов первых поколений, поскольку они, прилагая неимоверные усилия, они тратили свое время, они жертвовали собой, они тратили свое имущество, они тратили свои знания на пути Аллаху Тааля, и для нас с вами извлекали законоположения из текстов Корана и Сунны. И в итоге мы имеем на сегодняшний момент огромное наследие вот этих 4 имамов, основоположников мазхабов. Это многотомные труды, в которых все проверено, все расписано. И кроме этого, следует отметить, что они намного ближе, чем мы, к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, по времени. То есть их отделяет всего одно поколение. И у них была возможность получить вот эти чистые, аутентичные, достоверные знания. Поэтому, естественно, мы должны помнить про их вклад, а также мы должны помнить, что они тоже, их можно назвать праведниками, аулия, поскольку каждый из них страдал. И имам Абу Ханифа, его в тюрьму посадили, и имам Малик, и имам Шафи'и, и имам Ахмад.
Именно поэтому мы должны о них отзываться только благими словами, а если кто-либо этого не делает, порицает их, критикует. Есть такие, кто говорит, да, вот имам Абу Ханифа ошибался, этот ошибался, этот ошибался, этот ошибался. Какая тебе разница? Ошибаться мог любой. Но кто тебе дал право искать их ошибки? Кто ты такой? Тебя от них отделяет 1300 с лишним лет. Поэтому ты не имеешь права проверять, искать их ошибки. Их ошибки имеет право проверять только тот, кто был их современником. Их ошибки имеет право искать только тот, кто так же, как и они, встречался с сахабами, встречался с табиинами и получил чистые знания. Только они могут критиковать. И то они не критиковали, они очень с сознанием ахляка, сознанием манер, сознанием этики относились друг к другу. На сегодня мы с вами, или на этом мы с вами сегодняшнее занятие завершаем.